Колоритная этническая комедия о жизни девочки Амры в высокогорном абхазском селе и ее маленькой мечте стать актрисой – это не просто семейный фильм, а искренняя, аутентичная история, по-настоящему трогающая зрителя за живое. В центре сюжета непоседливая бунтарка-сорванец Амра, рассказывающая нам о своей жизни, своей семье, о своих больших мечтах и маленьких чаяниях. Сценарист фильма Алиса Габлия поделилась с нашей съемочной группой, что сценарий был написан в рамках дипломной работы вуза, и ей особенно хотелось поделиться с будущим зрителем именно настоящей неподдельной историей, отражающей всю полноту человеческих отношений и всю глубину и яркость национальной культуры Родины. Совершенно потрясающе собралась команда профессионалов. Мы подали сценарий в Министерство культуры России на большой сценарный конкурс, одержали там победу, получили грант, и, конечно, после этого пошел большой процесс подготовки к съемкам. Главный посыл – это верить в свою мечту и знать, что близкие на самом деле всегда жаждут, чтобы у нас все получилось. Бывает такое, что мы не всегда можем найти общий язык с ними, но мы всегда находимся в шаге от этого. И это кино о связи поколений, о том, как найти общий язык с любимыми людьми и, конечно же, о мечте. Режиссером фильма выступил Кирилл Логинов. Он рассказал, что, едва ознакомившись со сценарием, выразил сожаление Алисе Габлия, что фильм, увы, уже снят. А оказалось, что ровно в тот момент и продолжался поиск режиссера для съемок. Так и случилось то, что случайностью теперь уж и не назвать. Маленькое творческое чудо, благодаря которому массовый зритель может поближе познакомиться с историей семьи Габрия. Я сам человек южный, и мне до боли знакомы эти женщины, воюющие с самой собой, с судьбой, друг с другом, в этом доме, где все рушится и все нужно удержать на своих хрупких женских плечах. Вот. Это фильм о столкновении поколений, и о каких-то традиционных ценностях, которые разбиваются о большую-большую мечту. Мне как минимум было интересно поработать над этой историей, потому что это была комедия. Сейчас очень мало комедий, не пошлой комедии, не с каким-то животным юмором. Мне кажется, у нас получилась очень тонкая, звенящая, хоть и яркая, и очень эмоциональная работа, но тем не менее это очень добрый и смешной, в хорошем смысле, фильм. Красочную картину снимали в высокогорном селе Хуап. По словам Алисы Габлия, поиск идеально подходящей локации занял некоторое время, но полностью оправдал ожидания. Удалось соблюсти и аутентичность национальной культуры и быта, и передать всю полноту и красочность природы Абхазии. Должно было сойтись очень много факторов. Нужно было, чтобы дом был не тронут цивилизацией, чтобы была рядом речка, чтобы была пасека, чтобы открывался красивый вид гор. И много разных других факторов, и отдаленность от населенных пунктов, от шума и так далее. И таких мест оказалось не так уж и много, и довольно-таки много труда стоило нам найти это прекрасное место, но помогли прекрасные люди, которые увлекались тем, что фотографировали эти дома. И вот, когда мой режиссер Кирилл Логинов увидел вместе с художницей и продюсером этот волшебный дом, они сказали: да, с этим надо работать, срочно надо ехать в Хуап. Конечно, дом был в тяжелом состоянии, даже в аварийном, его долго очень приводили в порядок, чтобы там в безопасности была съемочная группа, но он абсолютно обрел какую-то новую жизнь. В фильме сыграли многие прославленные российские и абхазские актеры. Съемки продолжались около месяца. О работе с абхазскими артистами режиссер Кирилл Логинов отозвался воодушевленно. Без них, отметил он, не было бы и смысла снимать этот фильм. У меня это первый опыт съемок в Абхазии, и я получил колоссальное удовольствие от нахождения здесь. Нам, безусловно, было непросто, потому что сюда нужно все и чуть ли не всех привезти. И сейчас в Сухуми работает аэропорт, раньше его не было, и все это было сложнее, всякие таможенные дела.
Но мы ни о чем не жалеем. Мы очень хотели снимать кино здесь, как минимум, потому что Алиса отсюда родом, и для меня это было важно. Абхазские актеры — это вообще отдельный вид актеров, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться. Это потрясающие люди, очень самобытные, очень красивые душой, безумно талантливые, яркие. Если бы не они, этот фильм вообще бы не случился. Для абхазских же артистов опыт съемок в кино, рассчитанном первостепенно на российского зрителя, оказался интересным и увлекательным. Как отметила актриса Государственного молодежного театра Яна Кочарава, пробовать новое важно любому творческому человеку, а съемки в фильме «Три свадьбы и один побег» оставили к тому же теплые воспоминания. Было очень неожиданно. Был кастинг, около где-то месяца, наверное, нас предупредили, что сперва вот мы пришли, прошли кастинг, потом нам сообщили о том, что мы были отобраны на этот фильм. Я играла сестру одного из жениха. Вот. Ну, как сказать, это эпизодическая роль, но очень теплая, то есть я сопереживала как за своего брата. Хочется, чтобы побольше нас снимали кино, чтобы было почаще, и приезжающих режиссеров, и у нас, слава богу, вот уже начинают наши молодые режиссеры, когда нас приглашают. Конечно, для актера очень приятно, мы работаем в театре, но кино — это совсем другое. Театр, там совсем другая атмосфера. Фильм, уже успевший завоевать признание на фестивале дебютного кино «Короче» и получить спецприз телеканала «Россия-1», после официального проката будет представлен эксклюзивно на платформе «Старт». И каждый житель Абхазии, решив провести теплый семейный вечер за просмотром яркой эмоциональной истории, сможет узнать и красоты Абхазии, и динамику национальных характеров, и совершенно уникальный образ дедушки Шмафа, знакомый притом однозначно всем. Ведь этот фильм не может не отозваться живо в сердце каждого. Рада Чачава, Сандро Облотия, Абаза ТВ.